Танец с крымско-татарским флагом. Праздничный концерт в Кольчугинской школе номер 2 открывают ее ученики. В программе более 30 вокальных и танцевальных номеров. В этот день вспоминают основателя школы. Презентацию о бесценной работе первого директора Сейджилила Ибраимова подготовил его внук Рустем Ибраимов. Сейчас юноша учится в 8 классе. Первый директор этой школы был мой дедушка, чем я очень горжусь. И горжусь тем, что учусь именно в этой школе. В будущем я хочу продолжать его дело и вносить вклад в культуру своего народа. В фойе здания открыли выставку от первых дней до сегодняшнего времени. Это этапы большого, трудного и счастливого пути. Фотографии с архивными кадрами и виньетки всех выпускников. За годы работы в стенах школы произошло много событий. Сегодня на празднике и бывшие ученики, их родители и преподаватели. Я очень рад. Я очень рад потому, что это наглядный пример того, что система образования на крымско-татарском языке есть и будет. Я поздравляю коллектив, в первую очередь преподавательские, во вторую очередь ученические и, конечно, родительский коллектив за то, что они вместе все эти 25 лет. Мухаббат Велиева, ветеран педагогического труда, работала в школе с момента ее открытия. Сначала библиотекарем, а потом учителем немецкого языка. Я проработала в этой школе 12 лет, потом вышла на пенсию. Я очень рада, что эта школа работает уже 25 лет. Отсюда вышли достойные люди, они сейчас занимают хорошие должности. Школа открылась в 1994 году и стала одной из первых, в которой обучали на крымско-татарском языке. Меняются поколения учителей и учеников, но традиции остаются. Их свято хранят те, кто приходит на смену своим наставникам. Мы за последние 5 лет получили 1705 учебников на родном языке. Это я не называю учебники, это переводные. Это кроме учебников крымско-татарский язык и литература. У нас на сегодняшний день 15 кабинетов оборудованы мультимедийными досками. Из 20, вы понимаете, это, конечно, большой шаг вперед. Тысячи выпускников, среди которых десятки с золотыми и серебряными медалями. За 25 лет Кольчугинская школа номер 2 стала одним из ведущих образовательных учреждений республики. Здесь ежемесячно издается школьная газета «Елькен». В ней жизнь школы и села. Работают хоровые танцевальные кружки. Коллектив школы уверен, впереди еще много новых проектов и побед. Надежда Исаева, Лилия Нуманова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».